День, дорогие соотечественники, сегодняшняя тема нашего разговора – туркменский популизм. Что это такое? Это тактика заигрывания перед народом, дача необоснованных обещаний с целью завоевания популярности. Например, в борьбе за признание лидерства в политике. Что происходит в Туркменистане? С 1991 года в нашей стране господствует левый популизм. Необоснованные обещания первого и второго президентов Туркменистана завели страну в тупик. Это наглядный пример того, как абсурдный популизм может разрушить страну. Кроме того, эти двое дурачили публику своими книгами ни о чем. В школах книги диктаторов заменены точными науками, как математика и другие предметы. Дети из школы узнают о популизме. На практике их учат маршировать, восхвалять режим. А в армии они становятся медсестрами. Популизм Ниязова и Бердмухамеда был направлен на уничтожение гордости нации. Теперь любой, кто захочет, будет бесстыдно лгать. И он оправдывает себя как герой того времени, который пострадал от насилия режима. Эта ситуация держит туркменское общество в тупике. Никто никому не верит. Народ не может объединиться против диктатуры. Популизм распространяется в интернете. Это тот же популизм, которому диктаторский режим Туркмении учил народ. В истории борцов периода диктатуры наша страна имела единственного лидера оппозиции – Авдокулиев. Он против популистского режима Ниязова первым сказал «нет». Он отказался от полномочий министра иностранных дел. Он пошел против популистского режима диктатора Ниязова и стал первым лидером туркменского сопротивления. Он ясно понимал, куда приведет Туркменистан популизм диктатуры. Сегодня наше общество нуждается в поддержке. Покажите ориентиры демократического развития Туркменистана. Вот самая главная сегодняшняя задача – это то, каким образом народ поверит истине, а не тем популистским выступлениям, которые не имеют под собой почву, а тем правилам, который приведет народ к свободе, развитию демократии в Туркменистане, и народ станет хозяином своего будущего. Вот это надо учить народу, и это надо показать народу. Вот по какой дороге, если он пойдет, он придет к свободе, станет хозяином своего будущего, и Туркменистан будет развиваться. А не надо призывать народ под популистские лозунги или оскорблять того же диктатора, чтобы себя выражать перед народом как героя. Это популизм.
Это левый популизм. Это ничего хорошего не даст. Не даст ни оппозиции, ни народу. И будущее мы так не можем построить, светлое будущее для Туркменистана. Туркменистану надо показать, народу Туркменистана, истинный путь. Путь, который начал Авде Аведович Кулиев, вот это был правильный. Почему? Потому что о его идее знал народ, о его идее знали политики, международной политики, международная общественность знала, что хочет Авду Кулиев. И народ давал правильную оценку, и народ ждал его. И почему Ниязов его боялся? Из-за того, что народ уважал и ждал Авдукулиева и верил ему, потому что Авдукулиев не был левым популистом. Он отвечал за свои слова. И он знал, с кем надо работать, с тем, чтобы Туркменистан поднять с колен. Мы с ним создавали программы экономического развития Туркменистана и другие программы, социальные программы, также правовые акты мы с ним готовили, чтобы Туркменистан поднять с колен. И по правовым вопросам, социально-экономическим вопросам. И развивать дальше страну. Интегрировать его в новое мировое сообщество. А сейчас где мы оказались? Из-за этих двух популистов, вот, Ниязова и Бердмухамедова, левые популисты, они что хвалят? Себя, свой режим, свои книги, свой фальшь. Это популизм. И они что сделали? За эти 30 лет они практически уничтожили как бы идейную ценность нации. Они их заставили поверить. Касам, тогда, если помните, Ниязов всех учил. Рухнама. Теперь вот этот Бердмухамедов, смотрите, что он делает. Он использует как народ, как бы механизм утверждения своей политики перед мировым сообществом. Хочет показать, вот мне народ верит, вот народ меня слушается, вот у меня нет, никто не болеет коронавирус, и народ не болеет. И даже в этих целях он заставляет народ хоронить своих убиенных, умерших в такой как бы форме. Вот раньше хоронили, например, как обычно, вот похоронят человека и сверху там поравняет там бугорочек земли, да, оставит. А теперь он говорит, это уберите. Смотрите, что он делает. Издевается он просто над народом. Вот это все это элементы популизма, левого популизма, который уничтожает Туркменистан. И в связи с этим надо Туркменистану, туркменским гражданам надо помогать. Пришло время уже международного вмешательства. Уже политики, дипломаты должны помогать туркменскому народу пройти в дорогу, ту путь, который их приведет к свободе, а не ждать, что народ это самое с голоду там не выдержит, поднимется. Народ не поднимется, а поднимется популисты. И вы хотите, чтобы народ поверил популистам? И опять остались под ногами популистов? Так мы Туркменистан не освободим никогда. Таким образом, мы потеряем будущее Туркмении. Я поэтому призываю, кто меня слушает, и в письменной форме я тоже много уже обращаюсь. Почти каждую неделю я отправляю, получаю ответ на письма. Вот.
Мы должны помогать Туркменистану, туркменскому нашему народу показать истину, каким образом прийти к свободе. И многие, еще я тогда, когда был в Зандане, когда мы начинали это движение, Туркмен Херекет, и после Зандана, 5 лет, когда я находился, меня не упускали из страны. Мы готовили и себя, своих соратников, идейно готовились мы к тому, как перейти, как помочь народу встать с колен и забыть этот фальшивый популизм. Но, однако, в мире всегда происходит противостояние. У одних одно мнение, у других другое мнение. Я никого не обсуждаю сегодня. Я хочу сказать, что мы в Туркменистане должны пойти под флагом правого популизма. Левый популизм Туркменистан уничтожил, дальше некуда. Мы в тупике сейчас. И поэтому, еще раз повторяюсь, обращаясь и дипломатам, и международным политикам, помогите, поддержите нас. И вы тогда посмотрите, как поднимется вся Туркмения. Потому что за нами тысячи туркменских граждан находятся в Туркменистане. Они не могут подниматься, потому что пока их идеей никто не интересуется. Популизм Бердымухамедова и другой популизм, который левый популизм, да, развивается сейчас, затмевает правый популизм. Почему? Потому что популизм Бердымухамедова подпитывает левый популизм. Им невыгодно, чтобы пришел в страну правые популисты. Тогда, если придут правые, все станет ясно. Бердымухамедов и Сапар Марат Ниязов, они преступники, рецидивисты. Их надо судить на международном суде, Гаагском трибунале. И чтобы это был урок следующим левым мышлением и левым популистам, что никому не позволено издеваться над народом, никому не позволено врать во имя своих амбиций и своего кармана. Вот для чего нужно помогать, обратить внимание Туркменистану. Другого выхода нет у нас. Другого выхода нет сегодня. Всем известно, что трудно поверить в правду после фальши туркменской диктатуры. Так что пока наше общество только просыпается, ситуация признается и ценности переоцениваются, пересматриваются. И очень скоро мы все объединимся под знаменем борьбы за демократизацию Туркменистана. И эту работу проводит Ассоциация демократического движения Туркмен Херекет. С нами тысячи наших соотечественников. Это путь нашего лидера, первого лидера туркменской оппозиции Авдокулиева. Фальши с нами не будет. Популистов тоже. Мы за будущее Туркменистана, за будущее нашего поколения, будущих поколений. Мы за нашу туркменскую нацию, которая живет во всем мире, чтобы их признали как настоящих
граждан мира, их уважали. Вот какая наша идея. Поэтому, уважаемые соотечественники, спасибо за внимание. Я редко перед вами выступаю, потому что я считаю, мне не нужно кидать за границы там камни в сторону Бердымухамедова. Он и так понимает, кто тут есть кто может сделать чего. Он знает. Я его постоянно поэтому призываю. Бердымухамедов, образуемся. Бердымухамедов, обращайся к нам и уходи оттуда добром. Я постоянно поэтому обращаюсь к нему. И постоянно поэтому я призываю наших защитников Отечества, имею в виду армию туркменскую, имею в виду работников Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности. Среди вас есть люди, знающие, понимающие нас. И вы хотите, чтобы у Туркменистана было будущее. Поэтому вы нас и ждите. С вашей помощью мы и народ приведем Туркменистан к свободе. Большое спасибо за то, что меня слушали. До следующих встреч, уважаемые соотечественники и друзья.